Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Начался пожароопасный осенне-зимний период, и уже, к сожалению, зарегистрированы первые пожары с человеческими жертвами. На что нужно обращать внимание, чтобы не случилось возгорание? Как работают противопожарные службы в период пандемии? Насколько эффективны пожарные извещатели и как их установить? Об этом поговорим с нашим гостем. Это начальник Государственной противопожарной службы республики Аял Вензель. Аял Ануфриевич, здравствуйте. Добрый день, Иван. Добрый день, дорогие зрители. В прошлом году в стране была утверждена стратегия в области развития гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года. Согласно этой концепции, в ближайшие 10 лет необходимо довести уровень укомплектованности подразделений противопожарной службы пожарной техникой, средствами защиты и пожарно-техническим вооружением до 98%. Каковы эти показатели сейчас у нас в республике и что нужно сделать, чтобы этих цифр достичь в ближайшее время? Иван, действительно подписана стратегия президентом Российской Федерации, но на сегодняшний день пожарно-техническим вооружением Республиканская государственная противопожарная служба обеспечена на более на 90%. Средствами индивидуальной защиты и другими вооружениями почти на 100%. В этой стратегии еще указано, чтобы мы снизили количество смертей на пожарах. Если взять аналогию 2009 года, то на сегодняшний день мы смогли немножко снизить, это порядка до 23%. Сократить гибель детей мы в республике смогли почти в 6 раз. Это с 18 смертей до 3 в 2019 году. Реализация комплекса мер по мероприятиям повышения эффективности принимаемых мер на обеспечение пожарной безопасности позволила нам добиться данных результатов. Расскажите, сколько подразделений действуют в улусах нашей республики на сегодняшний день и какие основные задачи на них возложены? В улусах у нас всего действует 152 подразделения, которые, соответственно, прикрывают 226 населенных пунктов. Это близлежащие, где дислоцируются пожарные части, она еще и прикрывает близлежащие населенные пункты. Пожарные части Государственной противопожарной службы республики находятся во всех 34 муниципальных районах, в пригороде городского округа город Якутск, а также городского округа поселка Жатай. Штатная численность у учреждения составляет 2682 единицы. Также у нас в республике базируется федеральная противопожарная группировка. Она базируется в центральных городах республики. Это город Якутск, Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри. Основными задачами противопожарной службы это являются 3 основных таких столба. Это проведение, осуществление тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ на пожаре, а также организация и осуществление профилактики пожаров. Каждый огнеборец знает, что главная задача при тушении пожаров – это спасение людей, спасение имущества, а также оказание первой помощи. К сожалению, пожары нет-нет, да, продолжаются. Как сейчас обстановка с пожарами у нас в республике? Есть ли какая-то статистика, где и какие в основном происходят пожары сейчас? Иван, если взять статистику, то за 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано более 2000, точнее 2053 пожара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет 3,8%. При пожарах погибло 35 человек. Но, соответственно, и есть снижение. Это с аналогичным периодом прошлого года, это у нас составляет на
23,9%. Подразделение пожарной охраны от огня спасено более 166 человек, эвакуировано более 1000 человек. У нас при, скажем так, в зоне ответственности государственной противопожарной службы при пожарах погибло 13 человек, в том числе, как ни прискорбно, это 2 ребенка, травмировано 15 человек. Ну, основным, конечно, местом возникновения пожаров это является жилой сектор. Но вот, к сожалению, одними из главных причин пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Почему, несмотря на профилактические мероприятия, часть населения все-таки плохо осведомлено о мерах безопасности или все-таки осведомлено, но пренебрегает ими? Ну вот, как я сказал, за 9 месяцев текущего года, да, зарегистрированных пожаров составляет более 1000 пожаров. Самая распространенная причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Неосторожное обращение с огнем – это курение, это детская шалость и так далее, разжигание костров и так далее. Она составляет более 62%. Также одной из распространенных причин является возгорание, это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На нее приходится порядка 15%. Также следует отметить, что у нас это такое распространенное явление, это, можно сказать, как сказать, формирование такой негативной обстановки с пожарами. Оказывается, это более какие социальные и материальные, возможно, положения населения. Это распитие спиртных напитков, нахождение людей в алкогольном опьянении, что является основным условием возникновения пожаров с гибелью людей. Как вы спросили, ну, люди оповещены, люди знают, люди об этом, что нельзя курить, нельзя, скажем так, разжигать костры, сельхозпал производить. Но, как мы сейчас видим, с общей ситуацией у нас эта работа, скажем так, по профилактическим мероприятиям проводится, но все равно, скажем так, немножко то ли безответственно, то ли как люди подходят. В отдельных случаях, скажем так, ну, пожарами это обусловлено ветхостью, аварийной обстановкой самого жилого фонда. Также, ну, деревянный жилой фонд у нас очень много составляет. Также нагрузка на электропроводки идет очень большой. Сейчас очень много у нас бытовых приборов, а также сейчас с зимним периодом у нас очень много включается электроприборов. Вот как я и говорил, это нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых там всяких нагревательных приборов. Скажите, ну а как в период пандемии работает противопожарная служба и как проводится профилактическая деятельность? Ну, Иван, ну, так как мы являемся чрезвычайной структурой, обеспечивающей безопасность населения от пожаров, оперативные службы наши работают в круглосуточном режиме, несут караульную службу. Административно-управленческий персонал, кадровые службы, бухгалтерия и вспомогательный персонал, вот они работают полностью на удаленной форме. Мы с прошлого года, скажем так, как-то получилось, что немножко уже были готовы. Заранее у нас было уже вся дело производства переведено в электронный вид.
Также мы полностью перешли на 1С бухгалтерии, 1С кадры, 1С склад, 1С промышленность. Также в соответствии с федеральной целевой программой «Цифровизация России» мы попали в федеральную целевую программу, в котором в течение 3 лет до каждой пожарной части будет подведена интернет-связь. В течение 3 этих лет будет обеспечена бесплатная интернет-связь, интернет-соединение за счет федеральной целевой программы. На сегодняшний день 2/3 пожарных частей уже подключены к данной сети. Это то, что как мы работаем в период, скажем, пандемии. По профилактике у нас дежурная смена оперативная, которая заступает на суточное дежурство. У них обязательно идет это дезинфекция. Все дезинфицирующие работы это привлечены работники самих пожарных частей, которые проводят обработку зданий и на прилегающих территориях. В условиях, скажем так, пандемии по профилактике пожаров, ну, конечно, это очень сильно нас ограничивает, но мы сейчас подключились, это такие как социальные сети, консультации по телефону, работа со средствами массовой информации, ну и так далее. Ну, будем надеяться, что наша с вами беседа тоже внесет свою лепту в профилактику пожаров, и люди лишний раз задумаются о том, что-то сделать или чего-то не делать. Но, тем не менее, немаловажную роль в предупреждении пожаров и гибели людей при пожарах выполняют современные технические средства обнаружения и тушения пожаров. Как с этим обстоят дела у нас в регионе? Ну, с каждым годом, конечно, у нас развитие техники не стоит на месте. На сегодняшний день это современные технические средства обнаружения и тушения пожара в виде автоматических дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем. Что это такое? Это при возгорании АДПИ автоматически не только звуковой сигнал подает, она еще и оповещает без участия человека сразу пожарную охрану. Также он может оповестить жителей, руководителей учреждений и так далее. Также есть такие микрокапсулы автономного пожаротушения, которые устанавливаются в розетках, где может короткое замыкание, да, в электрошкафах, там, рубильниках, электросчетчиках, там, также каких-то в расплет-коробках и так далее. Вот как она работает, это, скажем, такие нововведения, в которые устанавливаются условно в розетку, при коротком замыкании они сами автоматически ее тушат газовыделяющимися какими-то своими огнетушащими веществами. Вот мы, например, в прошлом году, в 2019 году, да, пиростикерами, это пожаротушение, установили 245 деревянных зданий, объектов здравоохранения. Также в рамках пилотного проекта, тоже в 2019 году, в соответствии с комплексным планом, было установлено 2298 систем автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-оповещением. В местах проживания граждан, это социально незащищенные наши слои населения, в Молданском, Мегино-Кангаласском, Тампонском, в Хангаласских районах. Но вот в обеспечении боевой готовности подразделений пожарной охраны, безусловно, имеет значение не только материально-техническое обеспечение деятельности вашей службы, но и обеспечение кадрами и профессиональная подготовка работников. Как обстоят с этим дела? Насколько охотно идут в эту сложную и тяжелую профессию? Ну, структура, как я сейчас говорил, 2682 штатных единицы. Ну, у нас укомплектованность
наверное, более 95% личного состава. Есть в отдаленных каких-то населенных пунктах, в которым нужны штатные единицы и вакантные места у нас немножко есть. Но должны мы понимать, что на должность все-таки пожарного это должен быть человек с хорошим здоровьем, физическим, выносливым, морально устойчивым. С такими квалификациями мы их проводим отбор. Также на боевые машины тоже человек должен переобучиться на управление спецтехникой. Да, из-за этого у нас немножко скажем, есть недобор. Но в этих же вакантных штатных единицах у нас все-таки, скажем, на одну должность 1-2 человека в очереди, скажем так, стоят. У нас желающие есть, работа очень интересная. На сегодняшний день у нас мы проводим обучение в таких высших образовательных учреждениях, как Академия государственной противопожарной службы МЧС, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова, также в средних специальных учебных заведениях города республики. Также в настоящий момент у нас проведены больше половины руководящего состава имеет высшее профильное образование. Мы смогли в прошлом году совместно с Северо-Восточным федеральным университетом переобучить более 28 работников. Также по программе обучения пожарной безопасности у нас дистанционными методами образования обучены более 42 работников учреждения. Также хотелось бы, конечно, важно отметить, что в 2020 году у нас подписано соглашение, такие как Северо-Восточным федеральным университетом, на проведение не только обучения наших сотрудников, а также работа с подрастающим поколением, работа по профилактике и предупреждению пожаров. Подписано соглашение с Сахапечатью, подписаны такие с волонтерским центром республики. Мы подписали соглашение по обеспечению пожарной безопасности, а также с НВК Саха и с филиалом в республике, это ПАО Сбербанком. Вот. В Северо-Восточном федеральном университете у нас открыты такие специальности, как техносферная безопасность, пожарная безопасность. Ну, вкратце как-то так. Аял Ануфриевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». О том, как работают противопожарные службы в период пандемии, нам рассказал начальник Государственной противопожарной службы Якутии Аял Вензель. До встречи в эфире.